Жестокому нападению подвергся врач-травматолог городской больницы Экибастуза. В результате медик получил множественные травмы. Телесные повреждения получила и медсестра, которая пыталась помочь коллеге. Наша съемочная группа поехала в Экибастуз, и мы узнали подробности этого поистине варварского происшествия. Это тот самый приемный покой, где экстренно оказывают помощь людям. Первое, куда они попадают, это кабинет осмотра. Как раз в тот день так и было, но из кабинета осмотра вся сцена разыгралась уже в сторону выхода. По словам пострадавшего врача Хакима Жуматаева, инцидент произошел ранним утром 12 апреля. На тот момент он находился на суточном дежурстве. Двое мужчин привезли знакомого с травмой челюсти, и всего их было трое, и были в нетрезвом состоянии. Посетители уже во время осмотра начали вести себя агрессивно. От них отходил перегар, и ребята себя вели прям такое немножко агрессивно, неадекватно. Но все начинается банально. Завязался конфликт. Потом я просил их уйти, покинуть, пытался закрыть двери в приемном покое. Это еще было в помещении. Сначала они возмущались, искали, где доктор. Но в этот момент я параллельно принимал тяжелого пациента со спинальной травмой. Там, когда будет суд, я хронологию расскажу. Я торопился, потому что данный пациент был тяжелым. И мне нужно было принять еще второго пациента, чтобы никакой такой повременной задержки не было. То есть я не спал, я не пил чай, например, как многие могут подумать. Да? Я находился, когда они уже были в приемном покое, я находился через две двери в реанимационном зале с пациентом и в сопровождении двух дежурных реаниматологов. Там трое было парней, да? Парни, молодые мужчины, да? Это молодые ребята, их было трое. В избиении участвовали все трое. Это раз. Второе, например, у меня не было, когда я их выводил на улицу, у меня не было намерения их бить. И обладая навыками, определенными, которые я тоже длительное время занимался, я мог этого сделать, но я этого не делал. Потому что у меня до последнего не было намерения причинить им вреда. Потому что, наверное, ваше призвание врач, который, наоборот, лечит пациентов, а не калечит, да, в вашем амплуа жизненном, так сказать. Уже когда я получил сильный удар с ноги по голове, тогда уже было поздно что-либо делать. А так? То есть вы не ожидали такой слишком большой подлости? Я не думал, что меня, и такой жестокости. Да, я не думал, что меня за 30 лет, меня ни разу нигде, все мы мужчины, все мы мальчики были, за 30 лет меня ни разу спать как говорится, такой травмы не носили, чтобы я терял сознание, но я и не думал. Но вы потеряли сознание? Да, на минуты 3-4 я лежал без сознания. Потом, конечно, я резко пытался встать, но медсестры, и на видео это видно, что там была потеря сознания. А у медсестры какие травмы? У медсестры, у нее тоже закрыта черепно-мозговая травма, но она, видите, получила травмы, защищая меня. Она всем телом меня выгораживала, она падала, учитывая то, что она перенесла эндопротезирование на коленные суставы, и вообще ногу беречь надо. В тот день я дежурила. Это было 6 утра. И вас это было? Мы спустились уже, когда его побили, и эти не люди уже убежали. Я уже видела Хаким Мирбулатович на земле, весь в крови, одежда на нем была вся разорвана. Медики говорят, в приемном покое работать непросто, особенно в ночные дежурства, когда приходится принимать и тяжелых, и порой опасных пациентов. Нередко они ведут себя грубо и не стесняются в выражениях. У нас травматологическое отделение, у нас такой контингент, что часто густо попадаются именно такие пациенты с алкогольным опьянением, с наркотическим опьянением. И пациенты бывают, агрессивные, некоторые как неадекватно себя ведут. Люди, например, не видят этого всего, что в течение суток мы переживаем, то, что мы пережили. И
Да, то, что мы пережили, это переживают все медицинские работники по всей Республике Казахстан. Неважно, это будь то город, ну, большие клиники, будь то это такие небольшие провинциальные города. Здесь момент идет о защите наших прав. И хочу, чтобы люди поняли, да, что бить сотрудников медицины, медсестру, врачей нельзя. То есть у нас нет какого-то злого умысла. Ситуации бывают разные. Бывают разные стрессовые ситуации. В больницу никто не проходит просто так. По словам врача, на его восстановление уйдет не меньше месяца. Кроме того, это скажется и на зарплате, ведь значительная часть дохода была за счет ночных дежурств. Моя ставка составляет 260 тысяч. Все остальное, все, что сверху зарабатываю, это все идет за ночные дежурства. Начисления по квитку у меня могут идти там 500 с чем-то, но на руки я получаю 450. Это прям, ну, это я прям хорошо месяц поработал. Первое, что я подумал, это о семье, и я визуально сам себе вот так в первую очередь прощупал. Я боялся ножевого ранения, если честно. Самое, знаете, что мне было такое обидно, вот, например, в течение суток я работал. В течение суток мной были госпитализированы, ну, мы каждый день работаем, да, я работаю пятидневку, и плюс дополнительно у нас ночные дежурства. То есть люди на меня тоже понадеялись, ну, как бы, что как бы я их путь к исцелению, к выздоровлению, да. И в этот момент утром меня закатывают, и здесь все пациенты, да, и здесь все пациенты, ну и плюс рядом лежащие палаты, это все мои палаты, я являюсь там личным врачом, ну, в своем же отделении, в таком виде. Мне, если честно, вот, ну, врагу такого не пожелаешь, неохота оказаться в таком положении. Я стараюсь лишний раз в палату не выходить, не потому что я там как-то закрылся, замкнулся, просто мне стыдно, ну, и в глаза пациенту смотреть. Перед коллегами стыдно, потому что сейчас на моих коллег, у нас и так, мы всегда в дефиците, на моих коллег еще сверхурочная работа, сверху легла. Хаким Жуматаев из семьи медиков во втором поколении. В Экибастуз он приехал по программе отработки после обучения. По контракту он должен проработать здесь 3 года. Почти 2 из них уже позади. А скажите, пожалуйста, вот после такого случая у вас нету такой мысли уйти с этой профессии? Конечно, после данных инцидентов уже есть мысли, что о переезде в дальнейшем, уезжать в более большие клиники, переезжать в большой город. Мы же не только говорим о безопасности, где есть условия, ну, все доктора меня поймут, где есть условия, где есть возможность роста. Каждый человек хочет блага для своей семьи. Ну и я как отец семейства, как я хочу в первую очередь, чтобы моя семья жила в благополучии. И моя семья не боялась. Вот папа ушел на работу, супруг ушел на работу, вернется он или не вернется. А здесь можно свет включить? Здесь свет есть у вас? А что так тускло, да? Всего один свет работает. 15-я страшная палата. Ну-ка, пойдемте, покажите. А что там страшного? Там потолки все, видите, посмотрите же какие. Сходите, посмотрите. Вообще, пройдясь по этой больнице, мы заметили очень много проблем здесь. Вот, например, на каждом этаже работает по одной вот такой световой лампе. И вообще, вот если вот так глядеться, здесь вообще больница нуждается в ремонте. Смотрите, вот кафель, вот он замазанный, своими силами, скорее всего. Мы сделали вывод, что здесь очень много надо решать проблем. Ой, он сбежать не может от нас. Халайкен, как у вас здесь условия? Жақсы прям. Үш мезгіл питание, не, дәрігерлер шақырсақ барлығы келеді, жақсы. Свет қалай, вентиляция қалай бұл жақта? Вентиляция Жарко вам здесь? кішкене ыстық болды, қазір отопление өшіріп тастады ғой. Батарейка, ну, жылы болған тоже жақсы ғой. Терезені ашасыз ба? Кішкене терезе ашық қой. Немножко былай ремонт керек сияқты болып тұр, да? Я кішкене, я. Мына көріп тұрсыз ғой тоже потом. Не дер. Соны ремонт істесе, бәрі жақсы ғой.
Так персонал барлығы жақсы істейді. Ну, здание кішкене не ғой? Кәрілеу уже с основания этого. Мынау қаладан. В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что все 3 подозреваемых были задержаны на месте. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы напоминают, с марта этого года за нападение на медиков предусмотрено до 12 лет лишения свободы. И подчеркивают, к таким случаям не будет ни снисхождения, ни оправданий.